Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Сунже активно продолжается. Сейчас работа ведется на начальном этапе. Общая площадь спортивного объекта составит более 4000 квадратных метров. Пропускная способность 130 мест. Здание будет состоять из 3 этажей, на каждом из которых у горожан будет возможность заниматься различными видами спорта. Ну а самым главным подарком станет большой плавательный бассейн. Он в городе будет первым и единственным. Возведение спортивного комплекса началось в апреле этого года. Рабочие уже завершили земляные работы, установили железобетонные сваи, монолитный ленточный ростверк. Сейчас идет устройство бетонного каркаса здания выше нуля, кладка наружных стен и перегородок. Рабочие занимаются устройством бассейна, устройством перекрытия подвального помещения и входа в подвал. Где спортзал и бассейн, где железные конструкции металлические. Работы ведутся полным ходом. У нас просто на объекте их нету. В цеху работают ребята, все там нарезано, все подготовительные работы, все идет. Кирпич начали завозить. Сейчас, как перекрытие сделают, сразу кирпичную кладку, все будет параллельно идти. Основная стройка из железобетонный монолит и кирпичные стены. Покрытие будет, где спортзал и бассейн, у нас будут сэндвич-панели. А передняя часть – это керамогранит. Вентилируемый керамогранит у нас идет. В строительных работах задействовано более 40 человек. Новый ФОК Сунжи строится в рамках федеральной программы «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Контрактная стоимость объекта более 300 миллионов. Данные средства предусмотрены в региональном проекте «Спорт. Норма жизни». У нас со средствами проблем нет. Подписано соглашение. Денежные средства предоставляются по мере выполнения работ. У нас такого проекта и не было в республике. Он будет первым. И я думаю, в дальнейшем он будет реализоваться, и с этого объекта спортивного будут выходить в дальнейшем наши чемпионы. Решение о снесении старого городского физкультурно-оздоровительного комплекса имени Бай-Али Дзаурова было принято руководством региона. Махмуд Али Калиматов выезжал на объект с инспекцией в январе 2022 года. Тогда он тщательно проверил условия занятий в комплексе. Отметил, что согласно заключению Роспотребнадзора и МЧС по республике, объект не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности. Сооружение являлось опасным для жизни детей. В старом ФОКе не было никаких условий для соблюдения воспитанниками личной гигиены, возможности для обеспечения режима дезинфекции помещений и спортивного оборудования, а также автоматической пожарной сигнализации. Как дела? Грязный как у вас? Средний. А? Средний. Душ мычащий на усу. Душ стоит. У меня в первую очередь здоровье этих детей. Потому что здесь невозможно гофры это, заборы делать. Как он дизель, тренироваться, чтобы он не болтался на улице. Каждый родитель так думает. Но вы условия должны создать. Технические, да, он там 2, 3, 10 приемов научится, понимаешь? Может, чемпион туда будет, и мира будет. Вопрос в том, они здоровые должны быть, понимаешь? Дыхалка должна, можешь халбезер. Главное, чтобы у него не было в легких что-нибудь, чтобы у него коррекция была правильная. Они дышат. Абсолютно невыносимая атмосфера здесь. Особенно детей, что касается, я отношусь к этому очень серьезно. Новое спортивное сооружение города позволит спортсменам проводить коллективные тренировки в комфортных, современных условиях. В здании предусмотрены залы для борьбы, душевые, массажный кабинет, кабинет врача, информационный, тренажерный, фитнес-залы, спортивный зал с балконом, универсальный игровой зал площадью более 1000 квадратных метров, плавательный бассейн протяженностью 25 метров. Как вы их распределили по этажам? По этажам у нас на первом этаже находится спортзал и бассейн. Остальные у нас находится зал борьбы на 3-м этаже и фитнес-центр на 3-м этаже. А остальные залы находятся на 2-м этаже. Полностью. На всех этажах ко всем залам примыкают женские и мужские раздевалки. Предусмотрены санузлы, душевые кабины, все предусмотрено. А также на 2-м этаже у нас предусмотрен шахматный клуб. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов при возведении объектов на территории республики особое внимание уделяет очистным сооружениям и качественному проведению всех необходимых коммуникаций и вентиляции. Согласно проекту, все эти требования подрядная организация учла.
У нас тут предусмотрены очистные сооружения, котельня, подстанция и дизельная электростанция. Очистные сооружения предусмотрены на 125 кубометров в час. Это для данного объекта даже сверхбольшой объем, с запасом намного. Прежняя площадь не соответствовала требуемым нормам для современного комплекса. Так, для возведения нового объекта были отведены 2 гектара земельного участка на улице Фестивальная. Эта площадь позволит полноценно реализовать все планируемое дворовое благоустройство спорткомплекса. Дворовая часть будет благоустроена. У нас предусмотрена стоянка на 42 машины. Также во дворе посажены деревья будут и зеленая зона будет. Освещение, тротуары, вы все предусмотрите? И освещение будет, дворовое освещение, тротуары и проезжая часть будет. Открытие спортивного объекта с нетерпением ждут и дети, и весь тренерский состав. Сейчас они временно занимаются на базе школьных спортзалов города. Ждать осталось относительно недолго. Строительство нового ФОКа планируют завершить до конца года. Уверены, что никаких срывов и проблем со сроками сдачи не будет. Диана Дударова, Исмаил Коригов, Новости 24.